Его арестовали и украли, увезли в Китай. До сих дней никаких новостей нет. Мы писали заявления везде, и никаких новостей нет. Просим помощь оказать, чтобы вернуть моего родственника, брата Аскара Азатбека. А кем приходится Аскар? Вот родственник, вы говорите, кем он приходится, и куда именно вы писали заявление? Мы писали президенту тоже. В первую очередь, 7 декабря, когда его арестовали, его друг, который с ним был, он нам сообщил, тогда, когда его арестовали, увезли. Мы писали в Жаркентские РОВД заявление. Где-то 1,5 месяца мы там уже не отходили, там были, ждали ответа. И писали Нур-Отан, писали президенту. Только приходит сообщение, что вот мы перевели ваше заявление в прокуратуру, ищет. Потом только через 1,5 месяца пришел ответ, что его действительно арестовали, потому что у него 2 гражданства. Гражданин Казахстана и гражданин Китая. Но однако, как так можно понять, если он здесь получил удостоверение, здесь уже у него полностью гражданин Казахстана, как можно считать, что он гражданин и Китая, и Казахстана? То есть он поменял гражданство? Гражданство поменял, он гражданин Казахстана. Но однако такой только ответ получили. И за это его арестовали. Но однако вот где вот его арестовали МСПС, там туда только туристы заезжают. Например, если я заеду туда, могу купить что необходимо и обратно выехать. Я дальше в Китай не могу заехать. Потому что там без визы никак. Это просто торговый центр. А как его увезли туда, в Китай, через МСПС, это вот непонятно. А может ли быть так, что это китайская сторона сообщила, да, получается? Ну, когда мы писали заявление, через 1,5 месяца вот, получили ответ. Оттуда сообщение, это ответ дали, что его арестовали за то, что у него 2 гражданства. И до сей день никакой ответ. Вот 8 месяцев прошло уже, больше 8 месяцев. Вот не знаем, что с ним, как. Но слышали, что его в концлагерь отправили. Помогите, пожалуйста. А какой концлагерь? Вот это вот не знаем. Шапшал. Шапшал. А как вы слышали, что его туда отправили через какие-то? Ну, точно, вот знаете, ответ никак ни у кого не можем получать, потому что мы там тоже родственники в Китае. Но однако мы не можем звонить, не можем дозвониться, никто трубку не снимает, никто на общение не выходит, потому что все боятся. А теперь, например, я поехать туда искать я не смогу, потому что мне даже страшно подумать, что туда можно как заехать. Это никак. Можно один слово? Вот китайские законы, 9 пункт, там написано, если граждан Китая, он въехать в другую страну, получить этой страны, которая гражданство, в тот момент автоматически аннулируется, которые китайские граждане. Это уже закон написано, вот 9 пункт. А сейчас они вот такой непонятно такой задерживают наши казахстанские граждан. 9 пункта какой закон? Там это закон гражданства Китая. Ну, я считаю, что везде закон существует, но как так можно гражданина Казахстана взять через МСПС, увезти в Китай и там закрыть? Уже 8 месяцев прошло. Помогите. Қазір және қазақша түсіндіре кетейік, Қытайдың заңында 9 тармағында жазылған, егер Қытай азаматы басқа шет елге барып, сол елдің азаматтығын алған жағдайда, сол моментте автоматты түрде Қытайдың азаматтан шығарылады деген заң. Біздің қазір дәл осы уақытта Қытай Қазақстанға келіп, Қазақстан азаматтығын алған қазақтарға Қытайлар осындай өтірік жаламен ұстап отыр. Тіпті мына жерде Көксебек Орынбек деген жігіт бар, мұнда 5 ай отырған. Оны да тура солай күдікпен ұстаған, бірақ соңында ешқандай не жоқ деп қайтарып жіберген. Міне осындай сылтаулармен ұстап отыр. Жақсы, енді ары қарай сұрақтарыңыз болса? Можно вот один вопрос?